Всем добрый вечер, как дела? Шикар, да. Да, шикар. В зале есть люди, которые не понимают по-казахски? Поаплодируйте. Осуждать не собираюсь. Вы, да? Уйбай, бухгалтером отрываешься, да? Ты что, не знаешь казахского? Ужас. Я осуждать не собираюсь. Лаура, шикар, если что, означает слава богу вообще. Да? Закрепили? Закрепили. Да, шикар. Сейчас весна, да? Недавно на самокате сбил голубя. Ладно, на скорости еще 8. Нет, я прям притормаживаю. Эй, долбоёб, эй! Ногой задел. Охуевший алматинский голубь, да, сейчас? Голубь, блин. На тротуаре просто стоит там люди, пешеходы, похуй, просто вот так. Мал, блин. Я просто рос среди ақтөбецких шалқарских голубей. Они всегда на чеку. Они все красивые, стройные. Вот так. В Алмате же бывают такие бомжи, голуби. Таких там нет. Таких там природа убивает сразу. Всегда на чеку. За ними охотятся собаки, кошки, бомжи. Любой щегол может с рогатки ёбнешь. Если кто-то вот шнуры поправляет за километр, ой, нахуй, вот так. А этот лежит, прям еще сбил, еще. Чувак, ты нарушаешь мои границы. Китиши, фу, блядь. Домой пошел, злой, короче, очень злой. И я думаю, блядь, почему этот голубь меня триггернул? Потом я понял, оказывается, я сам становлюсь алматинским голубем, короче. С появлением денег. Я вообще сейчас алматинец какой-то. Я хожу к психологу. Я езжу чисто на Комфорт Плюс. Завтракаю в кофейнях. Что за хуйня, да? Одеваюсь в модные казахстанские бренды, короче, общаюсь с геями. Просто, бля, они делают эти бренды не сильно. Бля, с женой начал завтракать в кофейнях. Суло, бля. Я себя чувствую вообще не... Бля, срался, как будто что. Сижу, а моя жена ведет себя, как будто она всю жизнь была мажором. Смотри. Можно мне батат с гуакамоле? Гуакамоле, дуб зеленый, сол. Деньги появились последние 1,5 года, чисто езжу на Комфорт Плюс. Чисто на Комфорт Плюс. И недавно случайно заказал себе эконом. Просто до этого отправил какого-то родственника куда-то и случайно нажал и заказал себе эконом. И я сел на эконом. И я понял, почему я отказался от эконом-класса. Оказывается, я заебался от альтернативной истории великих казахов. Бля. Наши предки, оказывается, всем давали в рот такие уже. Всем давали в рот. Таксист сидит, знаешь, наши предки, знаешь. Я теперь. Знаешь, почему утро распался, знаешь? Потому что иштен шыққан жау жаман. Были предатели, ведь, да, типа. Это, бля, братан, наши предки же снаружи были этим, да? Если Чингисхан казах, 80% армии Чингисхана казах, наши предки же снаружи были этим. Қуанбайсың ба, наоборот? Не радуешься, сондай, короче. Я так замолчал, едет и говорит, руың кім? С какого ты племени? И я думаю, о, пошел разговор.
Я говорю, Әлім аға, младший жүз, кіші жүз. А вы кто, десем? Ха, грязные полукровки. Вот мы найманы. Чистокровные великие войны. Не шабахтоцны. И реально так было, это цитата. Я охренел, думаю, во-первых, говорю, грязные полукровки, да? Узник Азкабана, не укит. Во-вторых, у нас, оказывается, на Западе про найманов особо ничего не говорят. Оказывается, мы вообще ничего не знаем. Своих великих воинов хватает пору, велика. Есть какие-то старые какие-то анекдоты, типа они хитрые, и все, типа, вообще ничего не знаю, оказывается. И говорю, база жёг, найман, наверное, великий воин, древний род все-таки. Но ты именно великий воин. За кого воюешь, Тимго? Яндекс или Индрайвер? Я такого не говорил, шучу, я просто двулично посмеялся. Я, оказывается, всю жизнь боялся конфликтов, короче. Всю жизнь боялся конфликтов, и когда конфликт происходит, я сразу начинаю юморить, короче, хоп-хоп, углы, короче, хоп-хоп-хоп. Вот комиком стал зато, щекр. Ну, иногда происходит, вот недавно вышел с клуба, вышел, курю, смотрю, стоит комик нашего клуба, Саша Нестеренко его зовут. Если, ну, Орско, короче, Орс. Я не наши, желтый казахтар емес. Россиянин кәдімгі. Россиянин, орыс, да. И мы же за это время же повидали многих россиян. А он такой, бывают же такие открытые, добрые, хорошие россияне же, бывают такие хорошие, на которых, когда смотришь, даже русофоб внутри тебя говорит, эй, блядь, ну такой хороший, блядь, можно его оставить? Друг мой, короче, друг. И я смотрю, он стоит в окружении где-то 20 молодых казахских парней. Все на взводе. Что-то национальный ёбнул, походу, хуй знает. И все на взводе, что-то прям вот так стоит. И всю эту толпу от Саши держал другой комик нашего клуба, Нурасхан Баскужаев его зовут, если что. Если что, отсидевший это он. Да. Отсидевший комик это он, да. Не тот Храмтовский, который сел за шутку. Казахстан новый, но проблемы старые, блядь. И государство такой, блядь? Да ты чё, да? Не, другой, алматинский, который жертва эскорта. Вы долбоёб, бля, Мадлен дал, то эскортница, да, и сел. Ол же, бро. Я вот сам Мадлен никогда не осуждал. Никогда не осуждал. Я как-то посмотрел ее видео, где она говорит, девчонки, просто понюхать эту письку должен стоить как минимум лям. И я думал, бля, если просто понюхать твой писюн стоит лям, надо делать, Тим. Просто если мой писюн понюхать стоил бы лям, я бы давал людям понюхать. Давай. В детстве и так делали это бесплатно. Все. Не суть, короче. Этот Нурасхан стоит и держит этих пацанов и говорит, жигитер, сабыр сахтайк, сабыр. Фу, бля! Мне с этими пацанами хотелось ему пизды дать. Че, бля? За оскорбление казахского языка. Бля, жигитер, фу! И мне пришлось туда, короче, запрыгнуть, пахалай, подойти. Я подошел, говорю, жигитер, что случилось? Жигитер, что случилось? И этот главный мне вообще внимания не обращает мне. Чисто с Нурасханом общается, это. И он говорит, убери его от меня. На меня показывает. И вот этот стрессовый момент. Но как бы я ни боялся конфликтов, иногда в стрессовых моментах у меня срабатывает суперсила. У меня есть суперсила. Я могу в стрессовые моменты толкнуть речь. Да? Не всегда срабатывает, Второй, слишком энергоемкий процесс. 2-3 минуты могу поставить, потом полчаса курю, вот так, вот! Честно, да? И переживу.
Кто-то включился в тот момент. Я говорю, ай, блядь, деймін ғой. Все замолчали. Да хуямыз деп тұрсыңдар ма, не деймін ғой. Думаете, вас дохуя, деймін, короче. Все замолчали. Но какой-то пацан в моих глазах увидел, что что-то не то, короче. Шымкентский пацан, курпалатил. Посмотрел, говорит, эй, жайлап сөйлеші, дейді. Жайлап сөйлеші, дейді. Тихо общайся, дейді. Я говорю, қалай жайлап сөйле? 40 қалмақ бір орысқа. Не, национальный духтарың оянып отыр ма, не деймін ғой. 40 калмыков на одного русского. Чем национальный дух поднимается. Мы почему-то, казахи, толпу называем 40 калмак. 40 калмыков. Может, когда-то они нас шакалили, махуй.